Для первокурсников всегда первый год это сложный. И особенно первые месяцы. Потому что это переход, как мы можем сказать общим таким словом, переход во взрослую жизнь. Когда студент становится самостоятельным человеком, вчерашний школьник. Да? И получается, что для многих бывает это сложно. И они начинают реагировать, хочет домой, да, что не может найти общий контакт с однокурсниками или, может быть, в общежитии. Или, может быть, даже, с родственниками, которых она живет. Или сейчас же многие снимают комнаты в квартирах, может быть, с квартиросъемщика. Ну и в целом, когда мы попадаем из маленького поселка, да, где мы всех знаем, попадаем в город, да, Якутск, по сравнению с деревней, это все равно город, где есть движение, да, больше информации, и для человека становится сложно. Вообще адаптация, мы всегда каждую секунду к чему-то адаптируемся. Привыкаем, проще говоря. И вот девушке, конечно же, во-первых, прежде чем она решила бросить учебу, ей нужно обратиться, найти психолога, специалиста. То есть либо в наш центр обратиться, если она вот сама не может справиться, либо к психологу ее учебного заведения, потому что в учебных заведениях есть свои специалисты, и притом очень хорошие. Да? То есть, но в любом случае, вот языковой барьер человека, конечно, бывает очень сложно, но ему нужно пересилить вот этот первый свой страх и начать говорить. При этом даже пусть как-то это будет смешно, да, как-то неправильно строятся фразы, но за то, что человек правильно или неправильно строит фразы, с ним же от этого ничего не случится. В комнате, если она живет в общежитии, разговаривать на русском языке. Вот ставите себе такое правило, да, потому что чем больше практики, тем свободнее мы начинаем излагать свою мысль. Верно? При этом постараться читать книги на русском языке. Да? И то, что вот ей не хватает эмоционального, близкого общения, да, то есть сказать, что она хочет домой, конечно же, это в первые месяцы очень сложно, когда человек именно разрывает на расстоянии, да, вот эти связи. И здесь, конечно же, только время и принятие той ситуации, которая у него возникла вот на данный момент. И постараться как можно больше общаться с остальными своими окружением. Другое дело, если у нее проблема в том, что она пытается, но ее игнорируют, это уже другой вопрос. Да? То есть потому что, может быть, тут ситуация по-разному. Она либо пытается, ее игнорирует, либо она замкнулась и совсем не пытается ничего делать. То есть это тоже две разные ситуации, когда вот с человеком нужно работать именно в том направлении, с которым вот она столкнулась. Их организаций на самом деле очень много, куда человек может выбрать для себя определенную область и туда вот войти. И за счет этого, за то, что он будет активен, участвовать в этом процессе, он может тянуться и адаптироваться, социализироваться вот в этом своем статусе, как студент. Мы проводим тренинги для первокурсников учебных заведений, именно где они знакомятся с друг другом, да, вот воспринимают свою позицию студента, там, анализируют. В большей степени идет на сплочение, конечно же, но и осознание своей позиции как студента. Также это индивидуальные консультации, то есть любой молодой человек может позвонить, записаться, и ему назначена будет индивидуальная консультация, на которую он может подойти и вот раскрыть все свои переживания, поделиться, потому что это все конфиденциально, то есть за пределы индивидуального кабинета это не выходит, вот, и он может подойти и рассказать. То есть потому что даже элементарно во время адаптационного периода человек он уже много информации перерабатывает, и очень много переживаний у него возникает. То есть это и тревожность, и страх чего-то, да, это и даже то, что вот как ваша девушка рассталась со своими близкими и от этого переживает эмоционально очень сильно, да. То есть если человек это выговорит, да, то есть от этого ему станет легче. То есть элементарно даже вот рассказать человеку станет легче. А еще есть у нас в республике телефон доверия, да, куда он тоже может позвонить в любую, то есть это круглосуточно. То есть если, например, мы с центром работаем с 9 до 6, да, то телефон доверия нашей республики, который работает, он работает круглосуточно, и туда можно позвонить в любое